государственной безопасности работают сотрудники с высшим образованием. От рядового до начальствующего состава со всеми мы беседовали, обсуждали эти вопросы. Единственное, вот здесь вот какие-то технические дополнения и так далее, если в службу будет направлен законопроект, мы дадим свое заключение там, по гражданству и там, по миграционным делам, а так, в общем, мы никакой угрозы в этом не видим. В чем разница, я не могу понять, если это можно развивать в Гальском районе, так почему не в Скворчельском районе? Я бы еще хотел сказать, что, например, вот до 2008 года более 15% нашей территории была оккупирована грузинскими войсками. Там находились спецподразделения грузинских войск. Но как-то мы с этим жили, и жили не потому, что не могли, возможно, освободить эту территорию, а лишь хотели сохранить жизнь наших людей, которые пошли бы освобождать эту территорию. Выждали до определенного времени, а затем вместе с нашим стратегическим партнером с минимальными потерями освободили эту территорию. И что сегодня, почему бы и в Кадорском ущелье этот вопрос не рассматривать, там несколько тысяч гектаров. Сколько жителей в Кадорском ущелье сегодня проживает? 80 человек. И что мы имеем? Те, кто там были в 2008 году, видели, наверное, все в каком состоянии, что там было, какие дороги были. И сегодня тоже это все разрушается. А разрушается, исходя из того, что там нет людей. Туда поднимаются лишь военные. Военные в основном передвигаются на автомобилях повышенной проходимости, которые уничтожают эту дорогу. Все это надо развивать. Еще бы я бы хотел остановиться на каких-то таких моментах. Я вот в службе нахожусь уже более 25 лет. За срок моей службы я ни разу не слышал, чтобы одному сотруднику выделили хоть 1 квадратный метр жилой площади. Не выделяют не потому, что не хотят, а потому, что нечего выделить. Потому что сегодня наше молодое государство не в состоянии построить служебные квартиры, выделять там сотрудников. Исходя из этого, при подборе кадров жителей Гагарского района мы назначаем на должности в Гудаутском районе, чтобы ближе было им ездить. Жители Гудаутского района, Сухумский район, Сухумского района или из города Сухум направляем в Гальский район для службы. Все эти вопросы, все они взаимосвязаны. А в плане тех угроз, которые вы говорите, как-то 30 лет мы регулируем, стараемся, по крайней мере, какие-то, может быть, иногда бывают ошибки, но 30 лет мы вот подчеркивалось по гражданству и так далее, проверяем лиц, которым даем гражданство, проверяем тех лиц, которые сюда въезжают, даем свое заключение. И если этот закон будет рассматриваться, также мы будем в этом участвовать, также будем проверять и застройщиков, и которые будут покупать эту недвижимость и так далее. Так в этом вопросе мы тоже так же поддерживаем.